Здравствуйте. Накануне в мэрии прошло обсуждение планов реконструкции одного из не самых благоустроенных, скажем так, кварталов Якутска. Эта реконструкция коснется жилья примерно 10 тысяч якутян. О подробностях сразу после рассказа о наиболее заметных событиях дня. Здравствуйте. Начну с сессии Госсобрания Республики. Сегодня депутаты отправили на доработку целевую программу развития агропромышленного комплекса. Депутаты при этом не скупились на эпитеты в адрес разработчиков. Одни обвинили их в поверхностном подходе, другие называли документ эпитафией на надгробном камне агропрома. А накануне депутаты обсудили и приняли целевую программу развития предпринимательства и туризма. В случае ее реализации за последующие 6 лет количество малых предприятий вырастет на 5%, а работать на них будет треть населения республики. Из этих цифр следует, что малый бизнес у нас в ближайшее время все-таки так и останется малой частью экономики республики. Да, и несмотря на то, что большинство предпринимателей опирается лишь на собственные силы, их дело развивается. Ну да, так-то оно так, только наша ведь статистика не учитывает еще такого немаловажного фактора, как то, сколько предпринимателей разоряется. И в продолжение темы малого бизнеса и туризма в частности. Сегодня в полдень из Екатеринбурга в Аймикон стартовал автопробег «Экспедиция Полюс Холода». 5 внедорожников Land Rover через неделю прибудут в Якутск, а к Новому году и в конечную точку маршрута. Здесь они встретятся с хранителем холода Чисханом. В экипаж входит 13 участников, из них 3 женщины. И все-таки удивительно, как много людей, желающих побывать на полюсе холода. Меня почему-то туда не тянет. Ну и меня не тянет. Но, видимо, секрет заключается в том, что для жителей Урала наши морозы в диковинку, экстрим новомодный. Ну да, ну вот, честно говоря, если бы у меня, например, был Land Rover, я бы, наверное, с удовольствием прокатился на тот же Урал в какую-то из малахитовых пещер. Однако вернемся на север Якутии. В другой не самой теплой точке республики, районном центре Саскалахи, продолжаются аварийные работы на местной дизельной электростанции. Неделю назад она сгорела, сейчас здесь установлен первый дизель-генератор. Работы планируется завершить к Новому году. Итак, в будущем году власти Якутска планируют начать реконструкцию 2, 3 и 17 кварталов Якутска. Уже в ближайшие 4 года здесь планируется построить примерно 12,5 тысяч благоустроенных квартир. Вот такого масштабного проекта, тем более в не самом благополучном и в социальном, и в градостроительном плане участке районе города, Якутск еще не знал. И вот каким образом глава администрации Якутска объяснил, мотивировал выбор именно этой площадки. Это далеко немногие части города, где присутствует практически вся инженерка, я понимаю, может быть, по отдельным видам коммуникации, требующие расширения, укрепления. В принципе, коллектор есть, газ есть, электричество есть, и присутствует в основном ветхое деревянное жилье. Я думаю, что присутствие и участие банковского капитала, сегодняшней очень распространенной системой ипотечного кредитования позволило бы нам просто начать серьезное строительство. Строительство малоэтажного, в основном 2-3-этажного. И руководство республики и федеральные структуры готовы нам помочь в том, чтобы здесь действительно было в общем, хорошее такое комплексное решение вопроса. Мы предполагаем, что вдоль вообще в карте есть, вдоль Жирницкого, значит, мы предполагаем, что это будет зона развития коммерческого строительства. Это у нас строительный рынок. Здесь мы уже проработали тоже торговые участки и магазины единого комплексного решения. И вот вдоль Жирницкого уже развивается сегодня коммерческое строительство. Дальше, значит, есть еще вот эта территория, которая, значит, занята сегодня металлическими гаражами в аренде. Здесь мы предлагаем, значит, создать тоже такое коммерческое жилье. Значит, дальше мы берем как в первую очередь строительство, вот этот район, это у нас улица Космонавтов. Улица Космонавтов, улица Пионерская, улица Строителей и улица Якутская вот пошла. Это вот новинка, если ориентироваться. Значит, вот здесь вот территория свободная у нас имеется, сегодня тоже от застройки.
И мы предлагаем, значит, тоже, возможно, начать вот с этой территории, более-менее свободной от сноса. И это бы позволило, значит, подойти комплексно к решению вот такого вот маленького квартальчика. И сегодня вот такие типы домов, значит, разработаны в Саха-ипотечном агентстве, и мы в 16 квартале сегодня идет строительство таких типов домов. Значит, состав квартир различные. По возможности они могут быть и однокомнатные, особо двухкомнатным, трехкомнатные могут быть. Значит, это уже по желанию заказчика можно варьировать состав квартир. Затем обсуждались вопросы подключения электричества, газа, воды, отопления. Некоторые из поставщиков этих услуг потребовали серьезных денег. Илья Михальчук сказал в этой связи, что их запросы могут поставить крест на всем проекте. Дважды дерут шкуру с одного и того же барана. И добавил, что на встрече с президентом Путиным поставит этот вопрос доступности жилья в связи с инженерной подготовкой кварталов. Еще одна проблема в том, что власти хотя бы примерно не знают, сколько человек проживает в этих домах. Илья Михальчук считает, что ответить на этот вопрос поможет своеобразная перепись населения, которую начата властями неделю назад. Обязательно продумать, как мы и говорили, проверка, кто способен, исходя из доходов ориентировщиков, участвовать в ипотеке. Никто никому бесплатный квадратного метра не будет давать. Таких просто возможностей нет. Социальные слои будем социальных работников или социально незащищенных слоев поддерживать. А те, кто живут асоциальный образ жизни, ну что ж, будем переселять так, чтобы не ухудшить условия проживания, а освободить место для строительства. Стоимость проекта 5,65 миллиарда рублей, а снос примерно будет 2 миллиарда 300 стоит. Ну, если 18 миллионов, один сносимый дом, 130 домов. Нет, снос мы говорим, в первую очередь, затраты на переселение людям жилья? Или снос фактически на снос бульдозера и снесение зданий? Нет, только переселение. Так, товарищи, в принципе подход неправильный. Нам нужно деньги на фактически коробки вот этого первой части жилья, этих домов. Для чего? Да для того, чтобы создать залоговый инструмент, эти же самые коробки сдать в залог, и люди уже дальше под полученные деньги, расплатившись за коробку или там нулевой цикл и за уже доведение этого дома до отделки, они фактически получают под залог этого имущества, уже получают спокойно в любом банке кредит. Так? Все. В системе ипотеки дольщику достаточно платить 10% стоимости приобретаемой квартиры. 10%. Остальное он оформляет долгосрочный кредит до 30 лет. И получается, если этот проект 5,6 миллиардов, то средства населения будут составлять 10%. Остальное будут кредиты банка. Это идеальный вариант, да? Но дело в том, что анализ показал, что там платежеспособных, которые способны получить кредит ипотечный, 10% всего населяющего. Вы имеете в виду по совокупному доходу. Это наша проблема. Как действительно, исходя из доходов, но включить их в систему ипотеки. Уже в ближайшей неделе жители домов, которых предполагается снести, вы их видели на плане, который фигурировал в этом репортаже, должны будут получать уведомления об этом, об этой акции. Что им предстоит делать дальше? В ближайшем будущем нужно будет срочно искать деньги для первоначального взноса в оплату нового своего жилья. Хочу обратить внимание на один существенный нюанс. Вскользь о нем упоминалось в этом репортаже. Вот эта акция, эта реконструкция, переселение касается только тех, кто легально проживает в этих квартирах. Если вы же это жилье арендуете у кого-то, либо вообще нелегально там проживаете, то вас просят не беспокоиться. Ну, наверное, вообще-то неправильно я выразился, не беспокоиться. Наверное, вам больше всего нужно беспокоиться, потому что нужно срочно искать другое какое-то пристанище, потому что в любом случае вы будете оттуда, из этих квартир, выселены. На сегодня все. А завтра мы планируем поговорить с вами о климате, о том, что ожидает нас в ближайшем будущем. До свидания.